Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях уникальный человек, выпускник школы ВВС, старший лейтенант авиации Кузнецов Владимир Максимович. Владимир Максимович, здравствуйте! О, здравия желаю! Здравия желаю! Спасибо, что пожаловали к нам на кухню. Ну, во-первых, хочу подарить вам книжонку «Юноши наши полеты». Позвольте. Это очерки и воспоминания выпускников 9-й Казанской спецшколы ВВС. То есть здесь можно узнать все о наших казанских летчиках, в том числе о вас. Ну, тоже обо мне. Владимир Максимович Кузнецов, летчик, старший лейтенант в отставке. Родился в 1936 году в деревне Куладердино Кайбетского района Республики Татарстан. Окончил 9-ю Казанскую спецшколу ВВС, а затем Балашевское летное училище. В 1957 году по состоянию здоровья пришлось покинуть ряды военно-воздушных сил. На гражданке долгое время работал на Казанском заводе ЭВМ. Свою трудовую деятельность закончил главным инспектором Госгазнадзора Российской Федерации. Сейчас Владимир Максимович на пенсии. Большое спасибо вам за подарок, но самый главный подарок для меня – это оригинальный рецепт. Скажите, что будем готовить? Будем готовить полевой суп. Это очень полезен для тех, кто уже в возрасте. Но прежде чем поставить суп на готовку, мы, значит, поставим на второе тыкву. Кстати, тыкву, которую наш герой сам сегодня принес со своей грядки. Это не из-за границы, это из Татарстана, село Столбище. Берем тыквку, она мытая, и разрезаем пополам. Так. Левша. Берем, значит, и чистим. Как? Чистим. Вы часто вообще готовите, например, ту же самую тыкву? Часто. Какие блюда из тыквы? Я с пшеном, ее можно с любой другой крупой. Но я делаю вот так, как мы сейчас приготовим. Самое лучшее – это чисто тыква. Потом режем. Так. Вот такими долечками. Долечками, да. Так, сколько мы ее готовим в духовке? 2 часа. 2 часа, да? Поэтому мы суп уже после режем вот такими кубиками. Так, сейчас я подготовлю кастрюлю. Да, закладываем в кастрюлю. Так. Заливаем на этот объем пол-литра воды. Не солим, не перчим, ничего не делаем? Ничего, только пол-литра воды. Закрываем крышкой, да, это напарится. И закладываем на 2 часа в духовку. Вот так легко и быстро готовится наше первое блюдо. На 2 часа отправляем тыкву в духовочку. Тыква запеченная. Тыкву очистили от семян, нарезали на небольшие кусочки, поместили в термостойкую посуду, залили кипятком и томили в духовке 2 часа. Ну а сейчас мы будем готовить полевой суп. Полевой суп. Берем пшено, чистое пшено, значит, приготовьте кипяточку, пожалуйста. Так, кипяточек у нас. И высыпаем сюда. Так. И в кипяток 2 минуты. И держим. Держим 2 минуты при кипении. Так, сейчас мы включим. Да. 2 минуты. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас рецепт полевого супа? Значит, после армии мне пришлось работать директором Дома пионеров. Это где-то конец 50-х в Кайбетском районном Доме пионеров. И нас, директоров со всего Татарстана, собрали на сборы, на совещание. И вот там нас лишили права. Раз туристские
были кружки, нас, как директоров, начали проверять. А что ж вы умеете делать? Кто что умеет готовить? Да, готовить. Кстати, о готовке, как мы режем картошку? Картошку кубиками. Кубиками, да? Да. Ага, у нас последовательность. Картошку кубиками. Так, помельче. А кто еще? Вот вы выбрали полевой суп. Вы знали рецепт его? Получилось так, что нам на столе разложили билеты, как на экзаменах. И кто чего вытащил. Кому что попалось? Что попало. И мне попало первое блюдо. Там, значит, продукты все были разложены. Кому там чай, кому-то там каша, кому-то. Но первое блюдо такое сложное задание было. Да, это сложное. И надо было выбрать. Я подумал, а когда я был в спецшколе, там, значит, поскольку командир отделения, и наше отделение иногда попадало дежурство по кухне. Дежурно по кухне, а там кок был у нас, дядя Федя, бывший военный, вот, высота, плечах. Все они такие повара, примерно как я. И вот он, значит, все нам рассказывал. Что вы, ребят, хотите? Ну, нас, будущих авиаторов, готовили, кормили, конечно, хорошо. Как следует. Да. А мы что хотим? Как из деревни приехал, я знал то, что было в те времена. И вот, как сейчас помню, мы просили картошку в мундире или картошку чищенную. И он нам готовил. И мы насмотрелись, как он готовит. И вот этот полевой суп иногда был в рационе, в меню нашем. И я вспомнил, что же мне? Ну, я подхожу к руководителю, говорю, вот я сделаю полевой суп. Так из чего состоит этот полевой суп? Я посмотрел, так, пшено, ну, я помню, пшено, картошка, тушенка. И морковь, так, все есть. Собрал. Самое главное. Да. Так, значит, нам необходим будет лук. Картошка уже готова. Лук. Сейчас я еще дорежу ее. Владимир Максимович, расскажите, пожалуйста, вот немного нашим зрителям о себе. Я знаю, что вы родились в деревне. Да. У нас здесь, в Республике Татарстан. Деревня Кулайбердин, Кайбецкий район, Татарстан. Родители у меня взрослые. Отец с 1890 года, мать с 1896. Отец был участником Первой мировой войны. Это в 14 году. Награжден был 2 крестами. Какой степени, не помню. Но в 30-х годах его обязали сдать кресты. То есть и обратно они уже не вернулись? Обратно нет. Это, я не знаю, какую цель преследовало тогдашнее, значит, руководство. Но, в общем-то, он, вот, мне, говорю, как сейчас помню, что жалко, конечно, что кресты. Ну, во время вот Второй мировой войны уже, вам было где-то лет 5, да? 5 лет начала войны, То есть вы были уже в тылу. Они работали в колхозе оба, отец и мать. Так, Руслан, а у нас пшено готово? Так, сейчас проверим. Давайте. Нет, ну 2 минуты прошло. Достаточно. Прошло. Можно носильчик значит, откинуть. Сейчас мы сольем водичку. Готово. Так. И пока мы оставляем его так. А да, стечет. Так. Так, сейчас мы дорежем морковочку, картошку. Дорежем морковку. Я вам морковь немножечко тоже дам для практики. На будущее вдруг вам придется где-то исполнять такую. С удовольствием, с удовольствием. Ну, семья у нас большая. 4 сына и 2 дочери. Федор Максимович Кузнецов под Царьградом погиб. То есть ваш брат принимал участие во Второй мировой войне? Да, во Второй мировой войне принимал участие. Тоня Антонина Максимовна с 23-го года всю войну прошла. Была свидетельством на мотоцикле. И сейчас у меня еще хранится фотография, где она на мотоцикле, ну, ездила по фронтам с пакетами там или с чем-то, попадала в засаду. Были всякие случаи. И я уже помню хорошо, как кончалась война. Это в 1945 году, мне было уже 9 лет. И помню, что с поля, с горы на лошади едет, ну, мужиков-то не было, парнишка кричит: конец войны. Вот это у меня здорово, ну, осталось в память осталась. Конец войны.
Так, ну что, у нас все готово? Так, Пшено готово? водичка стоит, пшено готово, картошечка готова, лук, морковь. Морковь, все готово. Можно все теперь собирать. Вода кипит. Вода кипит. Хорошо, закладываем пшено. Так, пшено. Все, пшено все закладываем. Все закладываем. Да. Это на 3 порции. Напоминаю, Картошка. дорогие друзья, это полевой суп. Картошка. Так, картошечка. Так, лук и морковь. Лук и морковь. Владимир Максимович, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, почему вы все-таки решили стать летчиком? Ведь примеров среди ваших родственников в авиации не было. Как вас покорила эта профессия? Я вам сейчас расскажу. Наш 22-й завод Казанский выпускал подова. Это бипланы. Много выпустили во время войны. И подова были, и, значит, еще были. Это маленькие самолетики, которые перегоняли на фронт через нашу деревню. И мы, как пацаны, увидев самолет, уже бежали, ну вот над нами проходили, может быть, в сторону Сталинграда. Мы как раз в том направлении. И получилось 2 аварии. 2 самолета разбились. Ну как, вынужденная посадка у нас называется. Около вашей деревни? Около нашей деревни. Один самолет все нормально, пилот все нормально, а второй пилот повредил ногу. И мы, пацаны, взяли санки и пошли к этому самолету. У самолета, значит, естественно, плоскость одна нижняя, значит, была повреждена. Мы его привезли в деревню, ну, тут связь, его увезли, значит, в больницу. И мы вот это, все это было у нас на глазах. И какое-то впечатление, ну, Что-то отложилось в сердце, да, и вы поехали поступать? 41-й и 45-й год, это во время войны. А может быть, и душа или судьба так привела. 7 класс окончил, и мне директор школы Федоров Василий Павлович, помню. Вот есть в газете объявление, принимается в 9-ю спецшколу. Никто не знал, что это такое 9-я спецшкола в Казани, ВВС. И я, собрав все документы, и что самое-то характерное, что надо было от родителей письмо. Письменное разрешение? Письменное разрешение, что о дальнейшей судьбе, как сейчас формулировку помню, что о дальнейшей судьбе мать не подписывает, отец подписал. Ну, а мать безграмотная, крест поставили и согласны. И так я пошел в Казань поступать в спецшколу ВВС. В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 6 ноября 1940 года в ряде городов страны было открыто около 20 специальных школ ВВС. Казанская значилась под номером 9. О наборе было объявлено в газете «Красная Татария». Причем принимали только учившихся на хорошо и отлично. В школу было набрано 500 ребят – 8, 9 и 10 классы. Первый выпуск в спецшколе был 20 июня 1941 года, а 22 июня началась война. Все 83 выпускника отправились в Сталиногорскую военно-авиационную школу осваивать У-2, а затем на фронт. Последний же 15-й выпуск школа произвела в июле 1955 года. Одним росчерком пера Хрущева было принято решение о ликвидации спецшкол ВВС. С 1941 по 1955 год спецшкола находилась в здании бывшей Мариинской гимназии, что напротив Петропавловского собора. Сейчас в этом здании располагается лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета. С 2010 года в лицее был открыт музей 9-й Казанской спецшколы ВВС. Здесь проходят регулярные встречи выпускников спецшколы с лицеистами. Так, ну что, готовы? Все. Закипает уже. Вернее, уже кипит несколько минут. 20 минут, 20-25 прошло. Уже пшено разваристое, все. Так, вскрываем тушенку. Да, самое главное, остается добавить полевая, так, да. Полевая тушеночка. Да. Тушеночка. Так. Вы, наверное, за свой век сколько тушенок-то съели? Ой, не помню. Какое самое любимое блюдо было, когда учились? Самое в авиационной школе? Вы понимаете, дядя Федя, мы его звали, это кок, он все говорил: ребята, добавки не жалейте, у меня ее хватает. И мы по 2 порции первого, по 2 порции второго
И компот очень любили. Вот так питались настоящие летчики. Да, кормили, скажу вам честно, хорошо. Так, тушенку мы добавляем? Так, тушенку добавляем, но размельчить надо будет сначала. Так, давайте секундочку. сюда. Потому что там бывают кусочки. А если сварится, уже суп не будет таким вкусным. Итак, наш бульон прокипел примерно 20 минут, и самое время хорошо. добавить тушеночку. Тушеночку. Так, Закладываем тушеночку. так вот. И до вскипания перемешаем. И лаврушечки, листочек можно. Закрываем крышечкой. Перец не будем закладывать, будем перец по вкусу, соль. Соль, перец по вкусу. Итак, наш походный суп томится, а после небольшой паузы мы приготовим для вас, дорогие друзья, еще одно необычное блюдо. Полевой суп. В казан с кипящей водой засыпали заранее отваренное пшено, нарезанный кубиками картофель, мелко нашинкованные лук и морковь. Через 20-25 минут добавили банку тушенки, приправили специями и томили на медленном огне еще несколько минут. Дорогие друзья, мы продолжаем. В эфире по-прежнему программа «Секреты татарской кухни». У нас сегодня исключительно полевая кухня, и готовит с нами старший лейтенант авиации Кузнецов Владимир Максимович. Владимир Максимович, большое спасибо, что пожаловали к нам на огонек. Итак, блюдо, которое мы с вами уже приготовили, томится, и совсем скоро мы его попробуем. А прямо сейчас, пока у нас осталось время, я предлагаю приготовить еще одно блюдо. Азу по-татарски походный вариант. Итак, давайте представим, что мы в лесу, у нас горит костер, мы поставили котелок на него. И ингредиенты, которые мы будем готовить. Картошечка. Мы ее сегодня, конечно же, отварили, но вы можете это в лесу приготовить, например, картофель в мундире, запечь его и также использовать для нашего блюда. Томатная паста, соленые огурцы ваши любимые. И, конечно же, тушеночка, лук. Приступаем. Лук я предлагаю порезать вам. Так, я сейчас разомну тушеночку, и котелочек надо включить. Владимир Максимович, расскажите нам, пожалуйста, о нашей Казанской авиационной школе. Спецшколе ВВС. 9-й Спецшколе ВВС. Она была сформирована в ноябре 1940 года. Эта спецшкола готовила предварительное обучение для военно-воздушных сил нашего государства. Спецшкол всего было сформировано 20 во всех, значит, республиках. Первая спецшкола – это Москва, вторая спецшкола – Ленинград, ну там Свердловск, значит, ну Казанская. Но вот выпускники Казанской спецшколы, они участвовали во Второй мировой войне? Да, участвовали во Второй мировой войне. Наш будущий, который нас выпускал командир роты Александр Назарович Муравьев, был сбит. Выпускник спецшколы, быстрое формирование истребитель, был сбит и был комиссован на гражданке. Он, значит, всю жизнь посвятил свою жизнь воспитанникам Казанской спецшколы. У нас он был командиром роты. Так, сейчас добавим растительное масло, и первое, что сделаем, обжарим лук и соленые огурцы. Это великий литератор, я вам скажу. Умница. Но если он Евгения Онегина читал наизусть, поняли, как он любил литературу. И вот от него я научился любить книгу. Несмотря на то, что у нас была преподаватель Евгения Ивановна Соломина литературы, но она его очень любила. Так, добавим лучок. Да, все, готово. Спасибо. Да. Она его очень любила, потому что он был литератором Бога. Так, кстати, нам еще нужно порезать картошечку. Пожалуйста, помогите мне. Давайте. Ну, мы режем мелко кубиками обычно. Также кубиками. К луку я добавляю соленые огурцы. Первый раз, когда вы сели за штурвал самолета? За штурвал самолета я в 1955 году, после окончания. Какой самолет марки был? Як-18. Был ли страх, вот когда первый раз сели, или вы с инструктором первый раз летали? Ну, конечно. Я вам скажу, что первый раз я на самолете поднялся на Николаевском аэродроме, когда я окончил 8 класс. И в лагерях мы были.
Но предварительную подготовку парашютных прыжков мы проходили в аэроклубе. Но это группа любителей. У нас не было обязаловки с парашютом прыгать, но мы, группа любителей, через аэроклуб прошли. Сразу мы не прыгали. Сначала у нас ознакомление, полет по кругу и посадка. И вылезать следующий. И вот мы все сначала облет, а в следующий раз уже прыгали. 400 метров первый прыжок. Выходишь из кабины, значит, он мотор приглушивает на бреющем. И спокойно это пошел с плоскости, с расчалки держишься. Нет, а если страшно, есть человек, который толкает? Нет, иди. Вот, чуть-чуть и ушел. Вот, а уже потом, когда мы начали, мы уже были готовы к тому, что мы уже подъемные. И когда в училище уже, там ничего страшного нет, работа. Сейчас, Владимир Максимович, нам остается добавить томатную пасту. Возьмите, пожалуйста, тушеночку. Так. Так. Все это тщательно перемешиваем. Размельчить надо. Горячий. Закладывайте, да, я сейчас здесь все Можно, размельчу. берите. Так, да, вот так вот. Расскажите нам, пожалуйста, вот в каком здании находилась спецшкола авиационная наша казанская? Итак, первое здание, она напротив университета была расположена. Потом ее перебазировали, так что можно сказать, где при досоветской власти Мариинская женская гимназия. Потом в этой Мариинской гимназии мы в 1940 году, с 1940 года и по 1955 год, значит, на Банковской, это напротив этот храм Петра и Павла, она Банковская раньше, Телеграфный переулок, сейчас Рахматуллина улица. Я приехал, последний наш выпуск, 15-й, в 52-м, и до 55-го 3 года мы, значит, вот в этом здании. Сейчас в этом здании находится лицей. Сейчас при университете, лицей имени Лобачевского при университете. И мы вот 5 лет встречи устраивают нам в этой гимназии. То есть вы проводите встречи со школьниками? Встречи со школьниками, ну и, естественно, встречи наших выпускников. Так, добавляем картошечку, пожалуйста, помогите. Ага. Сейчас мы еще немного обжарим наше походное татарское азу и будем пробовать оба блюда. Азу по-татарски – походный вариант. В казане на растительном масле обжарили мелко нашинкованный репчатый лук и маринованные огурцы. Затем добавили томатную пасту и банку тушенки. Далее положили нарезанный кубиками заранее отваренный картофель и тушили еще несколько минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Уважаемый Владимир Максимович, отличная полевая кухня на нашем столе. Сразу 2 блюда. Я предлагаю попробовать блюдо номер 1 по вашему рецепту. Так. Суп полевой. Так. Итак, мы его приправили солью, перчиком. Внимание. Мне кажется, бойцы российской армии должны завидовать вам. Зная такой рецепт, можно победить любого врага. Спасибо. Лучше, чем та, которая была тогда. Но сейчас либо продукты лучше, либо уже наш с вами опыт помог нам. Вот это очень вкусно. Ну а сейчас? Дайте. А все-таки свои блюда. Дайте доесть. Итак, блюдо номер 2. Азу по-татарски походный вариант. Ну, смотрится, как будто в ресторане. А зачем нам ресторан полевой вариант? Полевой вариант. Да. Рестораны у бойцов в лесу. Итак. Полевая кухня, друзья, может быть очень вкусной и красивой, поэтому готовьте, как мы, готовьте с нами. И на десерт у нас осталась тыква, которую мы запекали в духовке примерно 2 часа. Так. Блюдо полезное. Да. Желающие могут добавить, конечно, сахара, но лично для меня натуральный вариант более по душе. Поэтому готовьте тыкву, друзья, будьте здоровы. Да, очень полезно. Очень вкусно.
Владимир Максимович, большое вам спасибо за ваши оригинальные рецепты, за то, что вы были сегодня с нами. И для вас подарок от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Я вручаю вам чудесную сковородку. Экологическая безопасность, яркий дизайн и долговечность – это 3 самых главных критерия посуды бренда Кукмара. А оригинальное цветовое решение сочетается с простотой ухода, а антипригарное покрытие обладает повышенной прочностью. Дорогие фронтовики, поздравляю вас с этим праздником. И низкий поклон тем, кто не вернулся с поля боя. Мы еще раз поздравляем всех ветеранов с Великой Победой. 70 лет в этом году, напоминаю, исполнилось со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Максимович, мы вас тоже поздравляем с этим великим праздником. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Это программа «Секреты татарской кухни». Дамы и господа, с нами всегда вкусно и всегда интересно.